как тяжелые, им проведен весь спектр неотложных. Работа на себя имеет свои прелести. Поэтому, уволившись в госслужбу, я занялся любимым делом – кузницей. Уйдя с госслужбы, можно надевать любимую шапочку, путешествовать в любое время. Накопив денег, я вылетел в путешествие в Приморский край, где не был никогда. Напарником взял опытного водителя с 30-летним стажем, который всю жизнь работал в детском саду. Мы ехали за автомобилем моей мечты и приключения. Жилье сколько стоит здесь? Дорогое, да? А документная сколько стоит? Смотря где. Ну, если в находке, думаю, 1,5-1,5 можно найти. В дороге ему один подмятый был, их вылезал, валил просто в буту. Мы объездили практически все Приморье, доверившись рекламным сайтам по продаже автомобилей. Оказалось, что то, что красиво снаружи, может быть рухлядью внутри. Объездив практически все Приморье, потратив большое количество средств, мы решили заехать в одну небольшую деревню близ Владивостока. Ликут бюджетный готов капсей. Диалона хана кадыды. Бичуем уссурийский. Бичуем уссурийский диал таки. Ну бедер баллы. Уссурийский где бичти где? Вот. Он хатмасында кадыды. А чего ты транжириган дают? Элбек туристат вот это. Вот. Гостиница, Пайда куда где? Тüm bana kaldı. Tüm bana kaldı. Bugün kaç çeyrek уже? Bugün 10 был, 10 çeyrek. Наши поиски осложнялись тем, что раритетные автомобили с оригинальными запчастями – это большая редкость в наши дни. К счастью, водитель по жизни, житель Приморского края, дед Вячеслав, любил автомобили и собрал из 2 машин, списанных с военных баз, просто конфетку. Состояние двигателя, ходовой, трансмиссии было идеально. Правда, кузов был ржавый, но нас интересовала внутренняя красота и оригинальность всех узлов автомобиля. Жизнь на селе нас увлекала. Хозяева автомобиля любезно согласились приютить нас на весь период ремонта автомобиля, то есть его проверки перед долгой поездкой в родную Якутию.
Григорий, как опытный водитель, проверил работоспособность всех узлов раритета. Мы заменили масло, разобрали весь автомобиль и собрали его вновь. Смотри, там это, свечи там. Сшили тент, заштопали его, поставили свою печь внутрь салона, чтобы не погибнуть от мороза. ГАЗ-69 64-го года выпуска стал моим. Этажные дома строят. У вас? Вот на повороте. Вот этот дом выстроили. Ну, где были? Выстроили, и он уже на сколько? На 6 сантиметров, что ли, в сторону пошел? Ну да, В ожидании 6 сантиметров стал крениться. Кривой стал, да? Работника страховой его компании. заграбили. А этот дом шел, Мы как бы, знаете, вдоволь по ипотечной этой, наговорились по ипотечному с кредитованию. местными жителями. Брали ипотеку и дома, и квартиры эти. И сейчас что получается? И постарались Вложили, найти и ничего нет. ответ на извечный вопрос, Ужас тихий. кому Влаживали на так, Руси а там- Всяко осталось. жить хорошо. Да, а там влаживали те, кто малоимущие почти все. Ой, блин, бедный. Вот я же говорю, что это равно ж И кошмар. еще, Да. я не знаю, Ну, почему здесь разрешили строить. Там же шахты, у нас под ногами шахты. У вас как зарплата, интересно? У меня 20-ка выходит. Мало, кажется. Ну, мы считаем, что мало. Бухгалтером, что ли? Да, мы считаем мало. У нас бухгалтера там хорошо живут. Красота. А вот на улице белье вешают, не воруют раз белье? Мы затронули Где? самый Улица? бичей нету, да, бичей. Актуальный вопрос Бичи померли все. Бичи. о зарплате, Ты понимаешь, что о уровне столько бичей жизни, на огородах вот эти о вот кругом нельзя социальных было ничего болезнях, посажать. о здравоохранении, Здесь это белье все тащили. Короче, воровали. в строительстве, вот это вот ЖКХ. всё. По дачам это ужас что-то было. А И я другие. работаю на Власнабе на базе. Оказалось, что Вот. У нас этих столько бичей, в Приморском крае столько алкашей было. проблемы никуда делись, И вот ты понимаешь, и один за другим. Как один и у за нас в другим республике. что-то Поумирали. И даже убили, больше. кого прибили, там тот что-то скопытился сам, что-то это, да, понимаешь? Человек, наверное, 30 было. И эти вот и ребята, эти вот бичи были, которые, знаешь, подрабатывали, вагоны разгружали, все это. Вот. И как-то потом рассосалось, и как-то это тише. Только слышишь, там погиб, Да. там. И вот последний остался, как говорится, знаешь, где-то года 4 назад, наверное, вот уже. Это последние на руки-ноги перебитые, вечно он это полупьяный, как говорится, и потом и этого не стало. Вот. Да у вас пить меньше стали, да? Пить меньше Да, я не сказал, да, скорее всего, наверное, пить меньше стали. Да, Потому хорошо что, же это. Ты знаешь, потому что не видно, что, знаешь, кто-то пьяный там шарахался, что-то, понимаешь, вот такое раньше сплошь и рядом было. Ну хорошо, молодцы, значит спорт развивается у вас. Да не спорт, а просто, понимаешь, Пропаганда хорошо идет, наверное. не пропаганда, нет. Сам смысл жизни, что-то, видать, наверное, Нет, что-то вот просто такое. было самопала полно. Да. Сейчас что ж, Сейчас как самопальный спирт какой-нибудь, вот, китайский. Вон, флакончик у нас спирт продавали, понял? Китайский. Сколько поумирало от этого спирта? А медицина у нас что? Бабка-то 70 лет терапевтша, но, правда, слава богу, ее убрали на пенсию. Что самое интересное, Сидит А сейчас молодые. блядь, сидит, да? Молодые. Да. А молодые, как А говорят, молодые, ты у знаешь, тебя глаза какие-то плохие. да, вот ты понимаешь, вот это Компьютеры вот все сидят. это вот, да. И вот я прихожу, я ей объясняю, я ей говорю, чем я его лечила, где чего это. Она со мной советуется. Я ж, а по образованию я бухгалтер. Ну какой же я врач? Вот это то, что вот это вот. Ой, кошмар. есть образец, по которому ты училась. Ага. А есть программа «Земский доктор» у вас, который миллион дают за село? 5 лет Это на селе работаешь? может быть кто-то там, да, знаешь, по телевидению у нас показывают. Земский вот. доктор. Да, показывают вот именно что по телевидению, что очень много молодежи, и квартиры сразу там дают, и это, и А на самом деле да. нету, оказывается, да? А на самом деле, кто его знает, не знаю.
Вот Ну, интересно. лично у нас в поликлинике я не вижу. А почему врачей мало-то? А вот ты знаешь, у нас пооткрывались все платные. Все в платную медицину ушли, да? Да. Вот. А с очередями как дела у вас? А с очередями вот в пятницу записываешься, значит, и вот на всю неделю тебе это. Вот я в пятницу утром записала деда, вот. И я была, утром значит, зашли, сколько, 6 человек было, вот. И она мне записала на 12:30, а до часу принимает. Вот. И вот мы сегодня немножко опоздали, мы кинулись к ней, а другая врач, я уже все, прием закончила. Я смотрю, не та врач. Я карточку быстро забрала, смотрю, наша у вас. Она, а почему не записались? Я говорю, ну куда дали мне, туда и пошла. Она, ну ладно, заходите. А тогда с очередями долго ждете, да? С очередями вообще, да, долго. Например, если показаться в регистратуру, идете утром занимаете, да, очередь? Да, утром. В пятницу только утром. Только один раз записываете? Да, 1 раз в неделю записывают. О, Но всю неделю там, представляешь? Как у листу попасть, это проблема. Вот. Потом, У нас там понастроили поликлинику. да, а у нас одна поликлиника, вот. У нас это там еще эти поликлиники строят, а потом еще оборудуют всякими наворотами. А у Там- нас нет, у нас Там нет. они говорят, в Дальнем Востоке тут первый, тут аппарат, там всякое разное. Какой-то, Все господи, газеты боже мой. там. И вот ты знаешь, она как? Ой, что-то мне ваши глаза не нравятся на деда, что-то мне мешки не нравятся. Что не нравится, что не нравится. Но отправь на анализы, не нравится. А когда у него первый камень вышел 2 сантиметра, такой вот уже стал дробиться и вышел, криком кричал на стенку, как говорится, лез. Вот. Я потом со всеми этими пришла, говорю, и что, теперь нравятся глаза? Она, ну что я вам говорила же, что надо провериться. Ну а что ж ты ему не посылала это его? А потом, когда послали его, ну вот, это уже 2-й камень, когда у него уже это. А он его, знаешь, с мочеточника, с почки, и вот здесь вот наверху в мочеточнике застрял. Встал не то и не сё. И его на УЗИ не видать. И вот они его послали на урограмму. Урограмму сделали ему и контраст. И чуть дуба не дал. Задыхался. Вот. И вот после этого, и все, и он, не пойду в больницу, хоть ты меня убей. А по осени как-то я упал. Упал и локтем как-то так упал в канаву. И это самое. Вот где разворачивался возле дома там канава. больные с мочекаменной болезнью, то есть камнями почек, Как раз в почку попал. вынуждены Точно. Сам себе почку отбил. И отбил почку. сами себе отбивать почки, Кровь, чтобы одна чистая кровь была. избавиться от камней. Вот, ходил кровью, лежал. Ужас. Ну и К счастью, чё? в Якутии у нас Отлежал существует там, в больнице отлежал, проходит какое-то отделение время. литотрепсии, Вот. где при помощи Она ультразвука плохо шла. превращают Потом камни вдруг в песок. чувствую, что-то не то. Запись к специалистам Бульк, бро. осуществляется только 1 раз в неделю. 5 штук. Первая маленькая, вторая более-менее. А Жители самая жалуются на большие третья очереди, большая, видать, была. на Трудно. неудовлетворительное А потом качество буль, и обслуживания 5 камней и выскочило. дефицит специалистов. Ну хорошо, что упали. Да, видишь, у него эти Отшиб, фосфаты, поэтому эти, мне как кровь его, не фосфаты, К сожалению, мне они дробятся. самому Сам Бог послал. пришлось Да, вот и столкнуться так бы мучился бы еще. Конечно, все скидал. с здравоохранением. Здесь 5, да, было По дороге. этих кирпичных заводов. Да. Здесь вот у нас Но об этом- в Угловке. Да. Че у себя не открыть кирпичный завод, да? В следующей серии. Вот именно. Дело в том, что А люди без работы маются, у нас наверное. дорогое электричество. Сколько у вас киловатт стоит? Киловатт сколько стоит? Киловатт у нас на поселке 2,52 стоит. Вот. На дачах 3,69. Конечно, На ЖКХ у дачах них работает сельскохозяйственных получше, на дачных участках 3,69. Электричество Это дешевее, представляешь, что это такое? чем у нас в Якутии. Да, почти 4 рубля. У нас вот с 1 Хлеб июля стало 2,52. Почти в 2 раза Газ у дешевле нас получается и стоит 900 25 рублей. баллон. А вы как, сейчас печкой топите? Да, у нас печной, у нас котел это в печке стоит. А этого котельной нету, что ли? Ну, свой дом у нас же отдельно. Нет этого Не, централизованной. не, не, не. Газификация региона отсутствует. Дрова сколько уходит денег-то? Дрова, ну вот мы взяли 3 куба, А там доводится Дубовые доски. дубовые, да. при помощи 3 дров куба 5 и угля. Вот. Это получается еще дешево взяли. А так вообще по 2000 куб получится. Ну вот. А мы среди леса живем. Представляешь, что вообще кошмар. А уголь вообще. Григорий, ну хорошо. Он бит. Бүгін кетесі бүйті кәпсәр. Hausamasını tostu. Havuz samasını ha. Batı şu ya.
Doyduğun noktaları Kantiye'nin. Onunla. Myytyy näyte. Bugün bahtırı tilesiğin av. Yentene uğraktağımın uçuklaydı. Но регистрация автомобиля госавтоинспекции заняла большое количество времени. Мы потратили 8 часов. Сейчас из этого времени сотрудники ГАИ искали в справочнике мощность родного двигателя автомобиля. Если где-то воздух подсасывает, обязательно трубка сарая будет. Опытный водитель Вячеслав, дед Вячеслав, дал нам дельные советы по эксплуатации старого газика и проводил далекий путь. Поселковая жизнь. Коттеджи здесь единичные. Кирпич завозят из Китая. Большинство домов из дерева и представляет собой ветхое жилье. Уровень жизни низкий. Много малоимущих. Стол средней семьи не изобилует мясом и рыбой. Вместо мяса используют ветчину и колбасу в супах. Мы установили в целях экономии тепла термостат от автомобиля УАЗ. Но, к сожалению, он не подошел на наш газик 64-го года выпуска. Поднялась критическая температура. Перегрев двигателя и головку блока прорвало через трещину, образовавшуюся из-за давления кипящего тосола. Раритет сломался в полукилометре от своего места обитания. Это было только начало нашего пути и приключений. В следующей серии знакомство с ГАИ, колючая проволока, буксировка, добрые люди, проблемы со здоровьем, автовозы, ремонт, зайцы и природа.